Лучшая команда, самый успешный тренер, легенда КХЛ. Все эти титулы в прошлом году расхватали игроки Акбарса. Чемпионский сезон остался давно в памяти, и на сцене теперь новые звезды. Впервые в истории Кубок Гагарина достался команде ЦСКА. Я очень рад за ребят, что у многих из них получились проявить себе свои лучшие качества. Да. То, что касается лично меня, нет, и я горд, что нам получилось создать команду, которая смогла победить. Лучшим снайпером по итогам сезона стал Кирилл Капризов, а титул лучшего бомбардира вручили Никите Гусеву. Оба выступили в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии. Дальше награды получили легионеры. Среди защитников отметили Даррена Дица, а среди вратарей не было равных Юхи Мицоле. Новый чемпион, ЦСКА давно стремилась к этому, поэтому можно его поздравить. Можно поздравить и «Авангард», который действительно в этом году удивил своей стабильной игрой. Да и вообще очень плей-офф было очень интересно. А самое главное, сегодня болельщики любят хоккей, и посещаемость в средней увеличена, где-то до 6,5 тысяч. Новый сезон с новыми технологиями. В следующем году КХЛ внедряет систему умной шайбы и датчики игроков, благодаря которым в режиме реального времени можно будет следить за всеми показателями хоккеистов онлайн. На самом деле датчик, встроенный в шайбу, и датчики, вшитые в свитера игроков, будут обмениваться информацией 100 раз в секунду с локаторами, установленными на аренах, что будет давать беспрецедентную просто по своей насыщенности статистику. Первый матч КХЛ нового сезона состоится 1 сентября. Акбарс уже определился с графиком межсезонья. Команда выйдет из отпуска 10 июля. Дальше медосмотр, сборы и предсезонные турниры. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Москва.